Да, 54,7% набрали, при явке 70%. Хороший результат, я вас поздравляю. Да, собственно говоря, большой новизны для вас нет, вы уже давно работаете и были вице-президентом, да, это знаю, что избирательная кампания шла так достаточно бурно, с эмоциями. Ну, главное, что народ пришел, люди высказали свои пожелания, предпочтения. Вы знаете, безусловно, и о особом характере отношений между Россией и Абхазией. Знаете о проблемах, которые стоят и которые нужно решать, и решения которых люди ждут. Будем работать. Я вас еще раз поздравляю, желаю всего самого доброго. Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо большое за сегодняшнюю встречу. Безусловно, в первую очередь хотел бы отметить, что именно благодаря вашей поддержке народа Абхазии и республики в целом сегодня Абхазия имеет возможность развиваться, выстраивать свои экономические отношения главным образом с Российской Федерацией. Народ Абхазии помнит то историческое решение, которое принималось о признании абхазской государственности. И позвольте от народа Абхазии поблагодарить вас за такое решение. Российская Федерация всегда была последовательна в своей поддержке. Это касается и военно-политической поддержки, и социальной, экономической поддержки. И народ Абхазии, безусловно, ощущает всю эту поддержку. Со своей стороны, конечно же, понимаю всю ответственность, возложенную на меня народом Абхазии, и в рамках своей предвыборной кампании, в рамках своей деятельности государственной я всегда обращал приоритеты, конечно, безусловно, это сотрудничество с главным нашим стратегическим союзником. У нас исторические, братские, экономические узы, которые мы намерены и дальше развивать. У нас общая история, и мы в этом году вместе отмечаем нашу общую победу в Великой Отечественной войне. Более 17 тысяч граждан нашей страны сложило свои головы на фронтах Великой Отечественной войны, 22 героя Абхазии, Советского Союза, которые выходцы из Абхазии. И мы чтим память тех людей, которые отстояли право развиваться народом Советского Союза. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас лично. Я обращался к вам по поддержке и реконструкции мемориальных комплексов Великой Отечественной войны. Из президентского фонда вы поддержали эту программу, и каждая школа, каждое село Абхазии получило грант на восстановление объектов, которые напоминают о нашей великой победе. Также, пользуясь случаем, хотел бы сказать о том, что наши ребята и сегодня продолжают совместно бороться за нашу правду на полях специальной военной операции. У нас десятки ребят, которые сложили свои головы. Мы оказываем поддержку семьям погибших. Для нас это очень важно, хранить память этих людей. И республика в целом за эти годы направила сотни тонн гуманитарного груза бойцам, которые сегодня выполняют особые задачи. В этом смысле для нас общая победа и общее будущее. Хотел бы отметить, что благодаря вашей личной поддержке сегодня в Абхазии проходит масштабная диспансеризация школьников. Это очень важное направление, это поддержка здоровья граждан нашей страны, это будущее нашей страны. Также оказывается поддержка в рамках энергосистемы Абхазии. Благодаря вашей личной поддержке я бы хотел просто напомнить о том, что буквально в конце предыдущего года Абхазия из-за дефицита электроэнергии была вынуждена ввести верные ограничения до 11 часов в сутки. Именно благодаря тому, что вы оказали поддержку, нам удалось решить проблему энергодефицита, но, к сожалению, мы подошли сейчас к тому, что тот объем гуманитарного перетока электроэнергии, который поступил в республику, к сожалению, практически исчерпан. Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к вам за поддержкой.
до окончания энергодефицита, это ориентировочно до середины апреля, поддержать Абхазию дополнительным объемом гуманитарного перетока для решения тяжелых, острых проблем для нашей страны. Хорошо, это сделаем. Спасибо большое. Владимир Владимирович, пользуясь случаем, я бы, с вашего позволения, акцентировал бы свое внимание еще на двух темах, которые очень существенны для нас. Это в первую очередь, конечно же, вопросы двойного гражданства. Основные процедуры соглашения пройдено и ратифицировано парламентами наших стран. Остается определить механизм, который позволит фактически начать предоставление двойного гражданства, российского гражданства гражданам Республики Абхазия. Вы знаете, что благодаря вашей поддержке такого рода решение было принято, и более 70% граждан нашей страны являются гражданами Российской Федерации. Есть люди, которые не успели воспользоваться такого рода возможностями. Если такая возможность есть, мы бы хотели, чтобы такая программа была реализована. Да, мы продолжим. Она, в принципе, подготовлена, мы продолжим ее реализацию. Спасибо большое. И соответствующие просто я там указания коллегам направлю, и они вместе с вами доработают вопросы, которые, может быть, еще требуют внимательного к ним отношения, но мы продолжим эту работу. Спасибо, благодарю. И еще один вопрос, который буквально тревожит граждан нашей страны. С 1 апреля вступает в силу новое законодательство, в соответствии с которым наши граждане, пересекающие границу автотранспортным средством, к сожалению, они не смогут попадать на территорию Республики Абхазия. Если есть такая возможность в отношении Абхазии продлить сроки вступления данного законодательства на 2 года, мы бы довели до граждан нашей страны необходимость получения российского удостоверения на пользование автотранспортным средством и решили бы проблему, связанную с которой столкнулись наши граждане. Может, побыстрее можно будет сделать. Я понимаю, что там может быть ограничена так называемая пропускная способность для желающих получить эти документы. Но я попрошу Министерство внутренних дел, они проработают вместе с вами и просто увеличат количество таких пунктов и количество личного состава, сотрудников, которые помогли бы вам это оформить, не растягивая на годы вперед, а в более короткие сроки. Но мы это сделаем. Спасибо большое. Благодарю вас. Договорились. Поздравляю вас еще. Спасибо большое.